Активность, инициативность, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать его. И это все про ингушскую молодежь. День молодежи – праздник не такой уже молодой. С 1958 года его отмечали последнее воскресенье июня, а с 1993 появилась официальная дата – 27 июня. В этом году в Ингушетии праздник стартовал еще раньше, 23 числа, своеобразным марафоном. В основном они такой направленности активной, спортивной. Это и турнир по футболу, с которого мы начали этот марафон. Это и соревнования по картингу, это турнир по стрельбе из лука, соревнования по воркауту. В общем, все мероприятия на открытом воздухе с возможностью проявить себя вот в таких активных спортивных каких-то дисциплинах. Именно молодежь играет одну из главных ролей в жизни и развитии не только региона, но и страны. Успехи и достижения связаны с участием в общественной жизни и активностью молодых людей. Научные достижения, новые вершины в спорте и искусстве, сохранение культурного наследия – все это неотложные задачи, призваны решать молодежь. Особо радует, что идет возрождение каких-то ремесел, возрождение национальных каких-то видов и творчества, и искусства, и занятий. К примеру, это гончарная студия, проект Султыговой Марьям. Это очень хороший проект. Вообще все, что связано с каким-то с деятельностью, когда человек что-то делает руками, это всегда очень хорошо, потому что это то, что всегда затем можно продолжить. То есть этот проект, он не такой, не событийный, это не мероприятие, это то, что остается и передается, грубо говоря, потом уже от одного человека к другому в виде там каких-то знаний, навыков. Какие-то проекты только ждут своего часа, а другие уже реализовались на глазах у многих. К примеру, план проекта игровой зоны воплотила в жизнь Мария Маздоева, представив и успешно защитив идею на форуме «Машук». Теперь в Малгобекском парке есть своя волейбольная площадка и команды. Это создание волейбольных команд, так как у нас в республике нет как таковых рабочих команд, а именно по профилю пляжный волейбол. Развивает молодежь не только спортивные направления, но активный отдых тоже поддерживает. Адам Мальсагов в числе тех, кто стремится сделать мир вокруг себя лучше. Автор различных проектов, направленных на сохранение исторического наследия, культурных традиций, экологии или всего вкупе, как в случае с его очередной задумкой. Это беседка из древесного спила со столом и лавками, очагом для костра и мангалом. Не просто милая экспозиция. Беседки с видом на Столовую гору появились в селении Байни. Мы с родственниками и с друзьями особенно любим отдыхать в Горной Ингушетии, думаю, как и большинство наших местных жителей. И думаю, у каждого появлялась в голове такая мысль, было бы хорошо благоустроить такие места, чтобы мы уже более цивильно, хорошо могли отдохнуть. И с этого все началось, мы сели, написали проект вместе с нашей командой и выступили на форуме «Машук». В Ингушетии очень много делается для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики региона. Руководство республики сегодня и глава республики Ингушетия Махмуд Али Макшипович Кальматов делает большую ставку на нашу молодежь. И очень много делается для того, чтобы эту молодежь поддержать. Сам факт того, что комитет из управления по делам молодежи на базе Министерства образования был снова выделен в отдельную структуру, это как раз и было обозначено как начало того, что молодежь, как отдельную группу, с ней нужно работать, с ней нельзя работать по остаточному принципу. Впереди у молодежи новые свершения, ведь именно ей строить мир будущего. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.